И теперь Руслан Валиев, который расскажет нам о репрессиях башкиров, который также этот кейс упоминался в видео, и там происходят широкомасштабные политические репрессии, которые этнически профилированы. Передаю вам слово. Ladies and gentlemen, Добрый день, дамы и господа. У меня английский не очень хороший, поэтому я продолжу на русском языке. Уважаемые депутаты, члены Европарламента, правозащитники, гости, моя задача представить ситуацию в Республике Башкортостан, дать несколько слов, рассказать несколько слов о том, что это за республика, что за народ и какие есть у него сейчас проблемы. И сразу поблагодарю организаторов за то, что перед началом нашей встречи они показали ролик, из которого, по большому счету, содержание моего выступления уже передано. По крайней мере, визуально можно понять, что я хочу сказать. Ну вот для начала. Башкортостан – это республика, как бы исконно находящаяся в составе Российской Федерации, в отличие от Крыма, который оккупирован с известных времен. Это как бы то, что отличает две эти ситуации для понимания контекста. Но исторически надо понимать, что, конечно же, эта земля исконно не русская, скажем так, да, то есть автохтонный народ – это башкиры, которые вошли в состав Московского царства еще в доимперские времена при царе Иване Грозном. И с тех пор, если смотреть правде в глаза, являются колонизированным народом. За прошедшие 400 лет известны минимум 5. В официальной российской историографии называются эти вещи восстаниями башкир, а в историографии башкир, или башкортов, если быть точным, это войны за независимость от Москвы. Войны эти масштабно проходили в 17-18 веках, к 19 веку свернулись, но в начале 20 века в результате Первой мировой войны и Октябрьского переворота в России в составе Советской России стали появляться так называемые автономные республики. Так вот, первой республикой была Башкирская АССР, и это стало возможным благодаря, опять же, вооруженной борьбе башкортов, которые тогда тоже вновь вспомнили о том, что это народ свободолюбивый, и пытались они выйти из состава будущего советского государства, тогда в 1917 году. В 90-е годы 20 века на волне демократизации республика также обладала суверенитетом, атрибутами государственности, герб, гимн, конституция, где были прописаны основы определенной независимости, хотя в составе Российской Федерации. И эти договорные отношения оказались хорошим компромиссом. Но история пришла в ту точку, в которой мы сейчас находимся. Вам известно, что происходит. Коллега в том числе рассказал, упомянув войну. И башкиры в том числе участвуют, к сожалению, в этой войне на стороне Кремля. Здесь уж, сами понимаете, по всей стране это неизбежность. Но что интересно, башкиры еще и являются лидерами по количеству погибших на этой войне из всех регионов России. Не жалко Путину, не жалко. Но тут, опять же, есть объективные причины, оправдывающие, так скажем, эту ужасную статистику. Республика очень большая. По населению превосходит многие европейские страны. И по площади, и по потенциалу экономическому. Это 4 миллиона жителей. Из них около 1 200 000 – это коренное автохтонное население башкиры. Еще столько же людей считают себя татарами. Это не крымские татары, прошу не путать, на всякий случай сообщаю, а татары, исторически живущие в Среднем Поволжье. Это условно Казань, Татарстан, наверное, о чем-то говорят. Вот это те самые татары, скажем так. Это очень грубо, опять же, приближение, но для понимания. И еще треть населения – это русскоязычное население. Вот, но в последние годы, 25 лет, давайте бы так говорить будем, на волне сворачивания федерализма все права, которые были у республики, как и у других, были упразднены, но и пошли дальше. Идет русификация,
и подавление всего, ну, скажем так, самобытного. Есть в России общий указ Путина от 2017 года об отмене обязательного изучения родных языков. Это большая проблема. Причем есть народы еще меньше по численности, где это еще более страшная, ужасающая проблема. Но хотя даже башкиры, которые являются большим народом, эту проблему испытывают. Вот. И целый ряд других ограничений, даже останавливаться не буду. В итоге люди, которые так или иначе об этом говорили, привлекали к этому внимание, оказались под катком репрессий, и организации, которые занимались этими проблемами, были признаны экстремистскими, террористическими, и люди, кто принимали участие в их деятельности, либо оказались за решеткой, либо в эмиграции, либо в подполье. Например, организация «Башкорт», она носит название народа, собственно, да, является вот таким большим примером. Активисты именно этой организации, в прошлом активисты этой организации, или люди, сочувствующие этой организации, стали жертвами, например, баймакского дела, о котором было показано в фильме перед началом нашей встречи. Баймакское дело, январь 2024 года. Идет война в Украине. В России действуют все репрессивные законы. Там больше 3 собираться уже нельзя. А в Баймаке собралось, по разным оценкам, до 5000 человек, которые пришли поддержать национального активиста, который просто высказывал свое мнение, говорил о том, что это наша земля, надо бы нам поберечь здесь природные богатства. Кончилось тем, что около 80 жителей республики находятся в тюрьме, 90% из них уже получили приговоры, в среднем 5 лет лишения свободы, и прямо сейчас идет процесс над так называемыми организаторами, их 10 человек. Это совершенно случайные люди, которых методом тыка назначили организаторами. Организаторов там не было. Эти люди получат сроки от 10 и более, разумеется, лет. Вот. Баймакское дело таким образом продемонстрировало, с одной стороны, готовность нашего башкирского народа хоть как-то отстаивать свои права, с другой стороны, продемонстрировала готовность Кремля, режима подавлять жесточайшим образом любые проявления активности. Отдельно хочу отметить политика Айрата Дильмухаметова, который отбывает 9-летний срок. Последний 9-летний срок ему присудили в 2019 году, еще до войны. А первый раз Кремль его стал преследовать еще в 2005 году, когда еще вообще никто не помышлял о том, что в России есть какие-то политические репрессии. Когда там, Владимир Путин с удовольствием присутствовал во всех этих замечательных местах, скажем так. Вот, еще долго присутствовал, да. А Айрат Дильмухаметов, он уже тогда просто-напросто рассуждал публично о том, что есть проблемы у малых народов, что эти проблемы нельзя замалчивать. Он отбыл 2 срока. Выйдя после 2-го срока в 2018 году, он умудрился вновь заявить о себе и о планах баллотироваться на пост главы Республики Башкортостан, вот, но не дошел до выборов и был отправлен на новый 9-летний срок, который, я очень надеюсь, скоро завершится. В связи с чем я упоминаю имя Дильмухаметова в привязке к новым нашим политическим узникам. И сразу хочу расширить, потому что таких узников, наверное, много везде. У коллеги в Крыму их даже больше, да, если по количеству людей смотреть. Мне кажется, надо обращать внимание на этих людей, на эти судьбы и делать все возможное для того, чтобы вытаскивать их, менять их. А тех, кто вышел, их впускать, в конце концов, в зону Европейского Союза. Я понимаю, что я занимаюсь конкретно судьбой Айрата Дильмухаметова. Это пожилой человек уже, ему скоро 70 лет. Вот он освободится, дай бог, через пару лет, и он выехать из страны не сможет, ему некуда ехать. А мне обращаться тоже некуда. Условно говоря, я лично там благодарен Федеративной Республике Германия. Мы оказались там по известной программе, которая сейчас заморожена. И, наверное, пользуясь случаем здесь, я говорю о том, что надо с этим что-то делать. Хотя есть другие люди, кто этим сейчас призваны заниматься. Платформа при ПАСЕ. Вот. Но я считаю важным об этом также сказать. И в завершение добавлю, что мы, коренные народы, существуем так или иначе. Вот. И когда нас встречают в мире, нас надо бы перестать называть
русскими по паспорту, который у нас есть. Мы все-таки, как правило, не русские люди, у нас есть своя история, и многие из наших народов, даже вот во времена Советского Союза, я, к примеру, приведу, экономика Башкортостана, нашего родного, превосходила экономику многих союзных республик. Просто так не повезло. Да? Они были союзными республиками и получили независимость после распада Советского Союза. А мы были автономной республикой в составе РСФСР и как бы вот вынуждены были остаться, а теперь вынуждены участвовать еще и в войне на стороне Кремля. Это уже другая история, но на всякий случай в качестве дополнительной ремарки. Спасибо большое организаторам и всем тем, кто нас здесь принимает. Большое вам спасибо. Большое спасибо всем докладчикам. Спасибо, Валентина. Пришло время для вопросов и ответов и выступлений от аудитории. Последний докладчик напомнил мне мой собственный опыт. Вы упоминали то, что этим республикам СССР повезло, они получили независимость. Да, литовский пример, конечно, хорош, потому что Литва отсоединилась от СССР в 90-м году, еще до распада СССР. Но я помню свою первую поездку за рубеж в так называемые западные страны. И везде многие, очень многие люди, включая политиков, понимали, что мы, литовцы, они считали нас русскими, но сепаратистами. Другие русские. Никакого понимания о другом народе, о том, что мы были колонизировали. А нас знали еще меньше, чем про народы России. Даже в 91-92 году мои друзья из Норвегии говорили мне, ну мы же не знали, что вообще, что вы существуете. Нужно понимать, что прошло только 50 лет с момента начала оккупации, и моя фамилия, которая очень, и мое имя, раса, вот мое имя, приводило к тому, что меня спрашивали, а раса это как Раиса Горбачева. Понадобилось лет 10 для того, чтобы донести до людей, что мы не русские, мы отличаемся, у нас собственный язык, собственная история, культура. Поэтому для многих народов это очень сложно. Многие не знают, что какие-то народы существовали, как, допустим, народы Северного Кавказа или народы Арктики, Севера и так далее, и так далее. Простите за воспоминания о прошлых днях, что то, что вы только что сказали, очень важно, потому что одновременно с этим это также дает нам надежду на изменение ситуации, но также это что-то, что ужасно. Это ужасный провал, потому что действительно я итальянец, но вырос в Европе, но мы никакого представления не имели о том, что там есть кто-то. Я изучал советское право и историю, политическую структуру Советского Союза, и наши профессоры, и учащиеся студенты не знали ничего об этом. То есть мы подвергались этой советской пропаганде, но в последние годы мы видим, что в результате вашей работы здесь происходит серьезное преобразование. И мы видим, что меньшинства России сегодня признаются в ПАСЦЕ парламентской ассамблеи Совета Европы. Есть 5 представителей таких народов. Я думаю, что это важное признание. Как вы думаете, это поможет в борьбе за ваши права? Спасибо огромное. У меня вот вопрос. Первый вопрос Руслану Валееву. Какие новости о Фаиле Алсынове? И второй вопрос, это вот вам всем, это значит, после указа об отмене обязательного преподавания коренных языков, значит, на каком стадии или какова ситуация в плане
преподавания ваших языков? Значит, рассматриваете ли вы какое-то вот уменьшение уровня знаний, или как компенсируется, есть ли школы, или как это трактуется? И мой третий, очень короткий, до какой степени, значит, массовое вторжение, широкомасштабное вторжение Украины со стороны России побудило какое-то чувство о колониальном наследстве. И если опять как-то в школах или где-то внутри России, внутри Башкортостана или в школах трактуется ли это даже полуголосом или каких-то, есть ли связи с другими движениями других коренных нерусских народов? Спасибо, Раса. Я Роланд Фрондершайн из Центра свободы из Брюсселя. Последняя работа в Брюсселе у меня была... Я работал на Фонд «Свободная Россия». Но видите ли вы какие-нибудь шансы на то, что Россия когда-нибудь в будущем станет реальной федерацией? Или страна по умолчанию, как Раса сказала, заточена под то, чтобы быть исключительно колониальной империей, которая в результате развалится? Спасибо. Я депутат Европарламента из Германии, партия «За прогресс». Да, прабабушка мне рассказывала о том, что прадед воевал во Второй мировой, и она говорила, воевал с русскими. Но речь-то на самом деле-то не о русских, а о многих других народах. Или, допустим, моя мать училась в Берлине, когда разбили стену, и она говорила, что половина города была оккупирована русскими. Но речь-то не о русских. Теперь я понимаю. Впервые, когда я понял разницу, когда началась война в Украине в 2014 году, я тогда узнал о составе. Я узнал тогда о гранях российского империализма. Это крайне важно. Поэтому у меня такой вопрос. Вопрос к вам, Руслан. Поскольку вы имеете отношение к СМИ, как вы думаете, как мы можем бороться с идеей русского мира в социальных сетях? Потому что социальные сети очень влиятельны. И как нам давать голос тем людям, которые выступают против путинского режима? Так, 5 вопросов, 1 минута. Я постараюсь. Я скажу по социальной сети, что проблема есть, и классно, что на нее обращают внимание. Единственное, что я вижу, это выделять на это ресурсы, потому что Кремль на это выделяет огромные ресурсы, если мы хотим работать в социальных сетях с так называемым русским миром. Фаиль Алсынов, насколько я знаю, в порядке. Мы в одно время были в контакте. Сейчас, я так понимаю, что он и его близкие ждут тихо завершения срока, потому что у него срок все-таки был небольшой, 4 года всего. По нашим меркам это хорошо. По языкам коллеги в целом сказали. Я могу сказать, что с 2017 года, конечно, количество изучающих башкирский язык сократилось. Классы, школы принимают решение вместо родного языка готовиться к единому государственному экзамену, например. В старших классах эти часы уходят на подготовку к русскому языку, как главному экзамену, и к математике, например. Любым предметам, которые сдаются в качестве экзаменов. Родные языки не сдаются, они не нужны людям для того, чтобы, например, получать высшее образование. Потому что нет высшего образования на родных языках. Связь между людьми внутри и эмиграцией есть, к счастью. Я как ведущий медиапроекта про нашу республику постоянно на ежедневной основе, скажем, общаюсь с жителями республики, поэтому считаю, что со связью все в порядке. И вопрос был про реальную федерацию. Боюсь, что нет шансов, боюсь. Это выстраданный вывод. Но история ходит по кругу, и даже новая попытка выстроить что-то похожее на реальную федерацию потерпит крах на очередном витке истории. Поэтому есть у нас другая точка зрения насчет будущего. Thank you very much. Спасибо.